Осмотр резиденции, галереи, Зимнего сада администрации. Беседа с главой республики предварялась познавательной экскурсией. Особенно им понравилось в зале славы, где представлены данные о выдающихся личностях Ингушетии и государственные награды, полученные республикой. Завершилась экскурсия для 38 юноармейцев в возрасте от 9 до 17 лет в Зимнем саду, где и состоялось их знакомство с руководителем региона. Слушай, вы живую пели песню? Красиво держит строй, и гордо шелестят знамена. Так громко. Там каждый рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой, служить России. Эти слова я тоже спою. Служить России, удивительной стране, где солнце новое встает. У вас же и форма красивая. Она очень выделяет вас. А это вот, я чувствую, это будущие летчики, летчицы, десантники. Понимаете? Но я был восхищен вашей песней. Надо стараться, надо уметь плавать, надо спортом заниматься, надо стараться, ребятам я имею в виду. А девчонки должны в искусство идти, поднимать нашу культуру. Художники, чтобы были у нас самые такие, понимаете, классные. И все получится. И это... Дорогой Махмуд Алимович Шарипович, слушай, интересно сделано. Это из этих, да, крошек? Это где? Я, слушай, а я не помню. Век, да? 9 октября. Слушай, я себя не узнал. Вот весь год, который здесь. Вот тебя, вот это? Да. Где ты говоришь? Покажи. Ну-ка. Вот я. А, вот ты. Далее мероприятие перешло в формат общения за чашкой чая. Глава региона обсудил с собравшимися ребятами и начальником штаба регионального отделения Мадиной Богатыревой проблемные вопросы, а также перспективы развития движения. Юнармейцы рассказали о своей деятельности, ее направлениях и результатах и задали главе Ингушетии интересующие их вопросы о дружбе, вызовах жизни и способах с ними справляться, учебе, службе в армии и на другие темы. Скажите, пожалуйста, трудно ли быть президентом и за что вы любите свое дело? Вот вопрос, а. Я даже если скажу, мне тяжело или нет, да я об этом не думаю. Знаешь почему? Потому что я просто работаю. Есть такая профессия, родину защищать, как говорят военные, вот у вас юноармейцы. Есть такая работа, защищать родину. Также и я, если меня избрали, мне сказали, вот, нужно, и я делаю свою работу. Вот вам искренне скажу, я не думаю, что мне тяжело или легко. Но если у меня получается что-то сделать для людей, для жителей республики, для школы, для спортсменов, для людей искусства, ну, любую вот часть населения, жителей наших взять, если у меня что-то получается, то в действительности у меня на душе хорошо. Я радуюсь этому. Потому что любая ситуация, которая возникает, ну, например, мы открываем школы, да, новая школа. Вообще, где 3 смены было, а сейчас очень просторные, светлые классы, да, и очень удобно и хорошо. Детские сады, да, которые спортивные, сейчас вот наши ФОКи. Вот сейчас мы много делаем для того, чтобы сделать предприятия, которые вот для родителей, чтобы у нас безработица, вот, да, и чтобы вот работа была, мы открываем предприятия. Вот что, если у меня получается сделать хорошее, вот я обычный человек, который радуется и печалится, как неприятности, печалюсь, радость, радуюсь, как нормальный человек. Что для вас значит такие понятия, как верность, преданность или дружба? Я что не потерплю, да и любой человек нормальный, это предательство. Самая плохая черта, давай от этого. Предать можно друга, семью, родину. Вот хуже этого нету. Первое. А верность это что? Верность это тому, что первое надо сделать самого себя. То есть у тебя должно быть здоровье, то есть ты должен заниматься своим. Потом, значит, знания получить. А потом у тебя есть способность быть верным. Когда ты слабой неверности,
там, ну, ни преданности, ни дружбы. Сложно это, понимаете? Это еще надо выработать в себе характер. А что такое, если верность? Ну, я вот честно, верно служу. Я ни за какие материальные или властные блага, например, не предам Родину. Я верный человек. Не предам близких. Не предам никогда дружбу. Никогда. Что бы ни было в этой жизни, ну, я взрослый, я могу так говорить, да? Сегодня ваша дружба между собой, потом старше станете, понимаете, кто-то в армию пойдет, кто-то службу будет. И неважно, год ты видишь, настоящая дружба, она как вот 10 лет ты его не видишь, но ты знаешь, что у тебя есть друг, и когда ты его увидишь хоть через 10 лет, ты все равно его обнимешь, и это твой близкий человек. Поэтому для меня это важное качество, верность, дружба. Это качество, присущее нормальному, ну, больше всего, не в обиду девчонкам, ну, как бы у них своя дружба. Но мужчине это качество, которое просто необходимо. Не надо искать зеркальное отражение себя в друзьях. Мы разные все, мы одинаковых нету, понимаете? Поэтому надо воспринимать человека, какой он есть. Нет вот тех вещей там одинаковых. Поэтому уметь дружить, верность в себе вырабатывать, это большое дело. Махмуд Али Машевич, Да. Каким из своих достижений вы гордитесь больше всего? Достижения, ну, я вам скажу, у меня много достижений. Не то, что я такой хороший. Я помню, когда я окончил школу в Слепцовске, 10 классов, тогда 10 классов было, и мне вручили аттестат, я был таким счастливым человеком. Я думал, у меня весь мир в кармане. Есть такой писатель Чейз, вот он писал «Весь мир в кармане». Вот я тоже думал, у меня все, вот 10 классов. Потом призвали в армию. У меня самые добрые воспоминания о прохождении службы в армии. Я служил в ВВС, военно-воздушных силах, в республике ГДР, Германии. И я по специальности армейской старший авиационный механик вертолетов и двигателей. Я занимался техническим обслуживанием вертолетов. Ми-8, Ми-2, потом еще Ми-24. Позже уже, когда я к дембелю готовился, пришли. Вот это была тоже такая пора, когда я себя чувствовал защитником, воином, настоящим, ну, таким вот, и любил форму, вот, и приезжал, и у меня дедушка жив был тогда, он даже, когда я переоделся, он говорит: нет, иди форму одень, и приди, появись мне. Вот. Это было такое, раньше, если в армию не пошел, это было какой-то недостаток, вот считался. И парни, молодые люди, ходили и уговаривали, чтобы их забрали в армию. Даже те, которые по медицинским показателям не могли там быть. Это следующая моя радость жизни. Мне потом дали в армии направление поступление в университет. Я так попал в город Куйбышев. На сегодняшний день переименован Самара. Вот я после службы в армии поступаю в госуниверситет, на юридический факультет. Радости моей не было предела. Вот это тоже радость моя. Вот эта радость, которая, ну, во-первых, я-то радовался, знаете, больше, я осознавал то, что мои родители будут радоваться. Также участники движения рассказали о проводимой ими акции поддержки 14-летнего Степы Игнатенко из Амурской области, который получил травму шейного отдела позвоночника летом 2020 года и сейчас проходит сложный процесс восстановления. Махмуд Али Калиматов пожелал скорейшего выздоровления Степану и всем детям, которые испытывают проблемы со здоровьем, и выразил желание также присоединиться к акции поддержки амурского школьника. Мы решили организовать для него сбор, потому что врачи сказали, что есть еще надежда для его выздоровления, да и условия жизни у него не самые лучшие. Мы особенно близко восприняли эту трагедию к своему сердцу, потому что и в нашем классе есть мальчик, который прикован к инвалидной коляске. Мы довольно-таки часто его навещаем, а также по мере возможности помогаем ему материально.
Уважаемый Махмуд Али Макшерипович, у нас онлайн-встреча со Степой из Амурской области. Мы бы хотели попросить вас сказать ему и другим детям, у которых проблемы со здоровьем, слова поддержки, которые мы ему обязательно передадим. Приятно, что у вас вот эта солидарность юноармейцев, она у вас распространяется не только на республику нашу, но и на другие областя, края. И вы собираете пожертвования, ну, которые возможно, да? Сколько вы можете, это естественно. Вот. И это очень благородно. Это очень по-дружески. Потому что чужой беды не бывает. По-человечески это очень важно. Значит, если вы пожертвования собираете, я, как глава, присоединяюсь. Хочу пожелать здоровья, самое главное, вот, чтобы родители терпение нашли, чтобы выздоровели их дети. Дополняя представленную информацию о работе отделения, Мадина Богатырева озвучила достижения ребят, отметив при этом оказываемое органами власти региона внимание движению. Глава республики поблагодарил руководство движения за вклад в его развитие и воспитание у детей патриотических чувств через привитие любви к родине. По его мнению, данное движение формирует у подрастающего поколения чувство готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей. Я очень рад, что есть такая организация, как юноармейцы. Понимаете, чтобы понять эту жизнь, ее надо идти поэтапно, как по ступенькам, понимаете. Вот ребятам я вам скажу, вот у нас, ну вы взрослые уже, я вам скажу, ну нет у нас вот, ну безработица, да, ну все знаете, родители говорят, вот, бог, бац, там. Но я вам скажу, у нас республика вот маленькая, вот мы даже заводы на каждой улице построим, все равно то даст свой нос, ну, не будет этих мест. И поэтому многие сейчас, вот я посмотрел, на службе, вот в армии, это единственное сейчас место, где дают и квартиры, или тебе дают сертификат, и надо стремиться, вот ребятам сказал бы, надо в армию стремиться. Надо в армию стремиться, потому что сегодня любая служба, во-первых, это путь, вы знаете, в будущее. Слушайте, я тоже хотел с мамой, с сестрами жить здесь, но я 40 лет здесь не жил. Мне нелегко было, год раз видел там родителей, братьев, сестер там. Но я уже и помогал потом, и они приезжали ко мне, и я приезжал. Страна-то у нас, вон от Калининграда до Камчатки. И вы знаете, как интересно. Интересно. Просто надо вот выйти, а это вот первая дверь, которую можно вот пойти, это через армию. Когда ты в армию приходишь, там со всей России служат с тобой люди, у тебя друзья появляются. Я сейчас в любой город поеду, мой сослуживец будет, любой город поеду, у меня есть целые адреса, там, где мы там, когда служили. Вот любому позвоню, он будет рад меня видеть. Поэтому мы собираемся там, где кто может, да. И все эти вещи, мы же интернациональный народ-то, понимаете? Мы же сами по себе не в собственном соку варимся-то, понимаете? Кагинах вперед, хотелось бы вам сказать. Надо эту жизнь понимать так, я так думаю. Вот у нас 6 царских генералов, еще в те времена, там 200 лет назад, представляете? И у нас форма шла. Вообще, знаешь, ингушам форма шла. И она идет. Понимаете? У нас ведь, когда прилетаете, ни в одном нету субъекте, подлетаем, да, ну, к нашему аэропорту. И вы знаете, как меня гордость берет? Аэропорт Магаз первого героя России, Асканова. Понимаете, это гордость. Это Россия, первый герой. А сколько у нас служат в армии? Офицеры, генералы. Понимаете? Поэтому вот это, когда я вижу, что, ну, понимаете, у вас будущее, почему я сказал, любое действие, вот ты учишься в школе, ты же для чего-то учишься. Ты для чего там иностранный язык или математику учишь? Ты же учишь, чтобы знания получить. То есть это работа твоя. Сегодня ты формируешь себя, например, к армии. Это уже начало, уже первые шаги к армии. Вот, надо формировать ее. Вот возьмите завтрашнего дня и 100 книг, вот есть такой перечень книг, который обязательно человек нормальный, просто образованный, должен их прочитать. Это перечень. Вот 100 книг. Возьмите и прочитайте их.
у вас формируется свое мироощущение, мировоззрение. Понимаете, понимать начнете не только узко там такое что-нибудь, а пошире. Поэтому вот буду поддерживать, я хочу вас, вижу будущее. Будущее не только Республики Ингушетия. Я вижу у вас будущее и России. Я не исключаю, кто-то из вас генералом будет, адмиралом, может, будет, понимаете? Я вас буду поддерживать, потому что у вас и есть будущее. Калиматов на пенсию уйдет, вот взрослые тоже уйдут. А завтра кто-то из вас может главой, не может стать реально главой республики, министром, руководителем района, города. Только сегодня, если вы не думаете об этом, если вы не набираете знания, хорошо учись, спортом занимайся, значит, дурные привычки избавляйся, если есть они. Вот это все идет к этому. Поэтому всем вам удачи, самых лучших пожеланий. Далмяш Могушалч. Также руководитель региона подчеркнул важность и перспективность проводимой юноармейцами работы. К началу 2021 года региональное отделение насчитывало 8255 юноармейцев. Актив около 1000 юношей и девушек. Хава Султыгова, Новости 24.